Ирина Кальченко работает тренером по легкой атлетике в спорткомитете уже 7 лет. Обучалась девушка за счет средств района. Узнала о программе по подготовке кадров случайно, когда уже являлась студенткой Якутского северо-восточного государственного университета и начинала карьеру. Между мной, администрацией района в лице комитета и моим учебным заведением был заключен договор. Там прописаны наши обязанности. Ну, как таковых моих обязанностей, это были хорошая учеба на 5-4, закончить вовремя обучение, закончить его без долгов. Ну, то есть, в принципе, обыкновенные требования. Университет Ирина закончила. Теперь у нее есть постоянное место работы. Девушка признается, что такая поддержка очень значима для студентов. Ее обучение районной администрации в год обходилось в 60 тысяч рублей. Ирина училась заочно. Такая форма обучения тоже разрешена по условиям договора. Сегодня героиня нашего сюжета довольна местом работы. Она тренирует ребят младшего возраста. Я занимаюсь легкой атлетикой уже 5-й год. И Ирина Викторовна, это мой тренер, она очень хорошо тренирует. Мне нравится у нее заниматься. Вот. Никогда меня не ругает, очень хорошо тренирует. Всего в вузах по программе обучается 40 студентов. Проходит обучение в основном по тем специальностям, которые вошли в реестр районной администрации. Это врачи узких специальностей, кардиологи, отоларингологи, неврологи, анестезиологи, также учителя русского, математики, биологии, иностранных языков и начальных классов. Дети заинтересованные есть, что очень приятно. Надеемся, что в этом году будет побольше заявок, чем в прошлом году. Дети, большинство все-таки радует, что дети активные есть. И дети хотят вернуться и работать в этом районе. Постоянно специалисты комитета по молодежной и семейной политике проводят встречи с выпускниками школ, на которых рассказывают ребятам об условиях получения бесплатного образования. Время подачи заявления на сегодняшний день на участие в программе ограничено. Желающих успеть его подать могут подойти в комитет по молодежной и семейной политике до 31 мая. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.